Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас химия, 9 класс. Третий урок. Сегодня у нас новая глава, и первый урок из этой главы называется «Предмет органической химии. Теория химического строения органических соединений» Александра Михайловича Бутлерова и классификация органических соединений. Итак, давайте разберемся, что же за предмет такой органической химии. С органическими реакциями человек познакомился очень давно, именно тогда, когда он стал существовать на этой земле. Человек научился разжигать костер, научился приготавливать еду на костре, выделывать кожу, обрабатывать растения для того, чтобы получать себе предметы обихода, например, одежду, обувь. Далее человек научился немного перерабатывать некоторые растения собранные. Например, собирал виноград и увидел, что в процессе собирания виноградного сока виноградный сок может сбраживаться, и человек научился получать из него не только сок, но и выделять спирт и получать уксусную кислоту. Многовековые навыки человечества позволили применить ему сложную технологию переработки органических веществ. Например, древние египтяне и римляне научились выделять из растений красители. Синий индиго, кстати, это краситель существовал очень много веков, и благодаря ему мы получили с вами такую популярную сейчас одежду, как джинсовая ткань. Из корня мандрагоры египтяне научились получать красный ализарин и также пурпур. Как я уже сказала, многие народы научились получать спирт, уксус из сахара и крахмал, содержащего сырья. В средние века, в общем-то, ничего не прибавилось, никаких знаний не было получено. Прогресс начался только в 16-17 века, когда получен перегонка некоторых веществ из определенных растительных продуктов. Например, Макграф выделил сахар из сахарной свеклы, и это было экономически очень удобно и выгодно, потому что до этого сахар научились выделать только из сахарного тростника. Естественно, завозить из Южной Америки все это было достаточно накладно. Шейли получил несколько органических кислот. Это были яблочные, лимонные кислоты, щавелевые кислоты. И Руэль из мочи человека выделил минеральное удобрение мочевину. И было замечено, что органические вещества, полученные из растительных и животных организмов, в общем-то, обладают какими-то некоторыми сходными свойствами и отличаются от неорганических веществ. И полагали о том, что все вещества, полученные из животных и растительных веществ, обладают некоторой живительной силой. И так считалось достаточно долгое время, пару веков, пока Ян Берцелиус не ввел понятие органической химии, а в 1828 году Фридрих Вёллер не синтезировал эту же самую мочевину из неорганического вещества цианата аммония. И уже начиная с 1828 года, то есть середины XIX века, начинается ускоренный синтез органических соединений из неорганических соединений и вообще синтез. И накопление знаний шло очень большими темпами. И поэтому потребовалось расклассифицировать все эти знания как-то и дать им систематизацию. Кекуле ввел понятие органическая химия. Органическая химия – это химия соединений углерода. А в том же году, в 1830-м, Александр Михайлович Бутлеров разработал теорию химического строения органических соединений. Итак, что же особенного, почему же все-таки человечество считало, что вещества, выделенные из животного и растительного состояния, обладают одинаковыми свойствами? Оказалось, вот какая вещь. Дело в том, что у нас на планете есть один единственный элемент, который имеет способность к такой вещи, как образовывать углеродные цепи, циклы,
и всякие разветвления. Вот эта удивительная способность вот как раз и оказалась тем, что у нас очень много сейчас органических соединений, и каждый год происходит синтез этих органических соединений, и их количество постоянно увеличивается. Давайте посмотрим, что же предложил Бутлеров для того, чтобы систематизировать, расклассифицировать все вот эти знания, которые помогли дальше продвинуть органическую химию и сделать дальше прогресс. Итак, первое. Углерод во всех соединениях четырехвалентен. Это надо знать, и мы далее будем с вами вот это использовать в своих знаниях. Итак, еще раз. Углерод во всех соединениях четырехвалентен. Второе положение – это то, что сказал Кекуле. Значит, атомы углерода могут соединяться друг с другом, образуя углеродные цепи и циклы. Атомы углерода соединяются друг с другом не беспорядочно, а последовательно, согласно валентности, как попало, они не соединятся. И, наконец, четвертое положение. Свойства органических веществ зависят от последовательности соединения атома. Если первые три положения, конечно, понятны, более-менее, четвертое положение, в общем-то, получается не очень понятным. Давайте с ним разберемся. Четвертое свойство будет у нас немножко по своему значению, мы его немножко расширим, и носит название понятия изомерия. Итак, давайте с вами разберемся, что такое изомерия. В неорганической химии мы с вами все время писали формулу примерно вот так, как у нас написано, первая верхняя формула в иерархии С2H6O. Но в органической химии мы не можем с вами вот записывать именно так формулу. Это обычная бруто-формула собранная, то есть она показывает только качественный и количественный состав. Качественный – это молекула состоит из углерода, водорода и кислорода. Количественный – это сколько атомов входит в состав этой молекулы, то есть 2 углерода, 6 водородов и 1 кислород. Вторая строка показывает, что в органической химии вот именно этой формуле могут соответствовать совершенно 2 различные вещества. И вы сейчас можете на экране видеть о том, что последовательность соединения у этих атомов совершенно различна. В первом случае распределение атомов идет как CH3, CH2OH, во втором CH3O, CH3. Первое – это, ну так, всем известный спирт. Второе – это эфир, легко летучее соединение, тоже хорошо горит, но согласитесь, что это абсолютно совершенно 2 различные вещества. Давайте теперь разберемся со следующими положениями. Значит, то, что углерод во всех соединениях четырехвалентен, давайте вот посмотрим. Итак, на первой формуле CH4 это метан, и я расписала углерод и показала связями соединение с водородом, потому что углерод и углеродные цепи и циклы это являются скелетом, водород является как бы нарастанием мяса до четырехвалентности. Итак, с 4 положений мы с вами расписали 4 валентности углерода и поставили туда, как бы нарастили мясо, это водород. Ниже формула. Соединили 2 атома углерода в цепь. Обратите внимание, вот первый атом углерода. Значит, вокруг 4 связи. Углерод четырехвалентен. Одна связь идет на соединение с другим атомом углерода. На 3 другие мы распределяем водороды. Второй атом углерода тоже четырехвалентен. Вокруг него 4 связи. Одна идет на связь с углеродом, 3 другие идут на связи с водородом. Следующая формула верхняя в правом углу и нижняя в правом углу. Я бы хотела вам представить о том, что между атомами углерода могут существовать не только одинарные, но и двойные, тройные связи. То есть 2 и 3 валентности идут на соединение с углеродами. И опять же здесь сохраняется четырехвалентность углерода. Итак, давайте рассмотрим левый первый атом углерода.
Итак, две связи у него идет на соединение с другим атомом углерода, и еще 2 из 4 идут на соединение с водородом. То же самое и с другим атомом углерода. В итоге получается формула, общая бруто-формула, как мы с вами писали в неорганической химии, это С2H4. И здесь будет вещество называться этен. Нижняя формула. На соединение с атомами углерода пошли 3 валентности от каждого атома углерода. И по одной валентности на соединение с водородом. Естественно, здесь опять же сократилось количество водородов, и общая формула стала писаться как С2H2 и называться этин. Итак, давайте сейчас попробуем рассмотреть внутри какого-то одного атома изомерию и писать гомологический ряд. Первое, гомологический ряд углеводородов, которые имеют одну связь между атомами углерода. Итак, первым веществом в гомологическом ряду у нас будет вещество с формулой CH4. Это его молекулярная формула. Как мы выше отмечали, вокруг у него будет 4 валентности, на соединение идет 4 водорода. Второе соединение цепь, состоящее из 2 атомов углерода. Каждый углерод 4-валентен. И мы уже разобрали о том, что у каждого атома углерода здесь будет по 3 водорода. Молекулярная формула С2H6, и вещество будет называться этан. Следующее вещество это будет пропан. В цепи будет существовать 3 атома углерода. Если мы рассмотрим каждый атом углерода, у первого будет 3 атома водорода, у второго 2 атома водорода и у третьего тоже 3 атома водорода. Еще раз повторяю, общая формула С3H8 и общее название этого вещества будет пропан. Давайте теперь немного сократим. Не будем так расписывать атомы водорода, а просто, если вы это поняли, будем сразу писать количество атомов водорода, которое принадлежит каждому атому углерода в цепи. Например, следующее вещество. Мы рисуем цепь из 4 атомов углерода. И согласно 4-валентности будем сейчас расставлять водороды. Возле первого атома углерода одна связь из 4 уже есть. Это означает, что осталось 3. То есть мы подставляем 3 водорода. У второго 2 связи вокруг него уже задействованы. То есть остается из 4 2. Мы ставим 2 атома водорода. То же самое у следующего, у третьего. Вокруг 2 валентности уже задействованы, остается 2, значит рисуем 2 атома водорода. И в следующем будет у последнего задействована только 1 связь, и естественно остается 3 валентности, куда мы ставим 3 атома водорода. Общая молекулярная формула будет С4H10, и вещество это будет называться бутан. Так, ну вот давайте попробуем нарисовать следующий углеводород. 5 атомов углерода в цепи и, соответственно, расставить атомы водорода согласно 4 валентностям. Общая формула будет С5H10, и это вещество будет называться пентан. Вещества метан, этан, пропан и бутан и пентан будут составлять гомологический ряд и основу того, что в всей органической химии, где мы будем только менять префиксы и суффиксы в названиях, в корнях этих названий. Итак, давайте теперь разберемся, что же такое изомерия. Дело в том, что начиная с 4-го вещества в гомологическом ряду у бутана уже будет существовать изомерия. Что же такое изомерия? Изомеры – это вещества как раз с одной и той же формулой, но вот разные по строению. Значит, смотрите, если вот сейчас на экране у нас одно вещество с одинаковой формулой, давайте вот с вами посчитаем количество атомов углерода в первом, во втором и третьем веществе, но порядок соединения углеродов будет совершенно различный. Вещество, которое вы сейчас перед собой видите, имеет формулу С5H10 и в первом, и во втором, и в третьем случае. Но это совершенно 3 разные вещества. В первом случае вещество будет называться N-пентан, то есть нормальный, не разветвленный, он линейный. А вот теперь построим цепь
из 4 атомов углерода, и 5-й атом углерода присоединим, пририсуем ко второму атому углерода. Расставим водороды до 4-валентности. У первого атома углерода, я их пронумеровала, будет 3 атома водорода, у второго будет 1, у третьего 2, у четвертого 3. То, что я выделила зеленой дужкой, это будет называться заместитель. Обратите внимание, он стоит у второго углеродного атома. Желтой чертой я обозначила главную цепь, непрерывную цепь. Это первое основное положение международной системы ИЮПАК о том, что выбирается самая главная цепь непрерывная. Она должна быть непрерывной и самой длинной. Но у нас, оказывается, самая длинная – это вот прямая, состоящая из 4 атомов углерода, а все, что находится выше или ниже этой главной цепи, будет называться заместителями. Итак, заместитель CH3. Назвать его тоже просто. Если первый представитель класса алканов CH4 назывался метан, в слове метан суффикс «ан» мы заменяем на суффикс «ил». И получается CH3 это будет называться метил. Он стоит у второго углеродного атома и означает, что это вещество будет называться 2, то есть местоположение заместителя, то есть в префиксе мы обозначаем заместители, которые у нас расположены выше или ниже нашей главной цепи. Итак, 2, метил, и основная цепь состоит из 4 атомов углерода, это бутан. Общее название будет носить это вещество 2-метилбутан. Нижнее вещество. Опять выделяем основную цепь. Она будет состоять из 3 атомов углерода. У второго атома углерода стоят заместители. Они оба одинаковые и оба стоят у второго углеродного атома. Название будет следующим образом. Мы выделяем все одинаковые заместители, и если их будет 2, то перед названием заместителя мы ставим префикс «ди». Итак, это вещество будет называться 2,2-диметилпропан. А теперь давайте попробуем с вами потренироваться. Назовите вещество. Вы должны его сейчас перерисовать. Я вам помогла расставить, пронумеровать основную цепь и попробуйте дать им название. И второе вещество. Итак, первое вещество будет называться 2-метилпропан. Второе вещество будет называться 2,4-диметилпентан. Теперь давайте разберем классификацию органических соединений, потому что в 9 классе органическая химия у нас только ознакомительная, и мы должны с вами ознакомиться, какие же все-таки классы соединений у нас в органической химии существуют. В школьной химии 3 главные темы. Это углеводороды, это кислород содержащий, потому что в состав органических соединений может входить не только атомы углерода и водорода, но и атомы кислорода и азота. И поэтому 2 следующие темы – это кислород содержащие и азот содержащие органические соединения. Итак, углеводороды. Углеводороды бывают ациклические и циклические. Ациклические – это не циклические. И я, собственно говоря, вам сейчас привела 4 класса соединений, существующих в ациклических соединениях. Это алканы, это алкены, алкины и диены. Алканы – это органические соединения, где между атомами углерода находятся только одинарные связи. Алкены – это вещества с двойной связью между атомами углерода, точнее с одной двойной связью между атомами углерода, и алкины имеют одну тройную связь между атомами углерода. Суффикс «ен» как раз означает наличие вот этой вот двойной связи между атомами углерода. Суффикс «ин» – это наличие одной тройной связи между атомами углерода. И диены означает, с префиксом «ди» мы уже знакомились, это означает 2, и суффикс «ен» означает двойная связь, и означает диен – это 2 двойные связи. Циклические соединения, то есть атомы углерода собираются в цикл.
Я привела здесь два класса соединений. Это циклоалканы и ароматические соединения. Итак, дальше кислород содержащие соединения. Для ознакомления я здесь вам представила соединения спирты, альдегиды, кислоты и сложные эфиры. В качестве первого представителя спирта я взяла общую формулу такого известного вещества, как этанол. Это спирт. И красной дужкой я выделила функциональную группу OH. Уксусный альдегид в качестве функциональной группы будет иметь вещество группу COH. И в карбоновых кислотах функциональной группой будет являться группа COOH. Функциональной группой сложных эфиров, точнее общую формулу сложных эфиров, я привела, где в качестве R будет стоять углеводородные радикалы. И, наконец, это азот содержащие амины. Значит, в качестве азот содержащих мне бы хотелось вас ознакомить с аминами. Это вещества, содержащие аминогруппу NH2 и аминокислоты, где наряду с аминогруппой содержится аминогруппа NH2 и группа, которая содержится в кислотных группах, это группа COOH. На этом сегодня наш урок окончен. До свидания. Встретимся с вами на следующем уроке.